первых числах октября по республике прошла страшная весть. В Туймазинском районе обнаружили вирус ящера. Такого на территории региона не наблюдалось порядка 40 лет. А потому большинство жителей даже не предполагали, как выглядит заболевшее вирусом ящера животное и к чему это может привести. В результате в районе был объявлен карантин, пришлось ликвидировать около 1000 голов скота. Предварительный ущерб по оценке властей республики превысил 35 миллионов рублей. Позднее еще один очаг ящера был выявлен в Буздякском и Шаранском районах. По официальным данным, на сегодня вирус в регионе полностью ликвидирован. Однако успокаиваться не стоит, говорят специалисты, так как есть информация, что ящер распространяется не только через животных. Вирус могут разносить и птицы. Поэтому важно проводить профилактические мероприятия. Продукты животного производства в обязательном порядке должны проходить термическую обработку. Частным хозяйствам нужно позаботиться о вакцинации своей скотины и ограничить выпас. Только так можно уберечься от опасного вируса. Наши прививки, которые на весенне-осенний период мы проводим, они всем, кто держит сельскохозяйственных животных и домашних животных, они обязательны, потому что если не вы, кто за них будет, они сами к нам не придут. Сделайте прививку. Вот. При малейших признаках, которым я изложил, это слюноотечение, обращайтесь в ветеринарную службу или 112 позвоните. На совещании также развеяли слухи по поводу заражения вирусом продукции известной марки «Вимбельдан». Было озвучено, что Управление Роспотребнадзора по республике опровергло информацию об изъятии молочной продукции «Вимбельдан» в связи с обнаружением ящера. Выступающие на заседании отметили, что особое внимание должно уделяться учреждениям, которые организуют питание. По словам специалистов, неблагоприятная ситуация сложилась и в соседних регионах, только там уже другая инфекция. Поэтому власти республики обеспокоены не только вирусом ящера, но и тем, как не допустить распространения другой заразы на территории региона. Ринат Музафаров, Айгуль Хамитов, Руслан Кравцов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.